Прадед нашего героя Хенрик Йохан Юстландер служил в шведской армии. В 1772 году ему было пожаловано дворянское звание, родовая фамилия Стандершольд и наследственное поместье Ваната в местечке Янакала, что на юге Финляндии. В то время Финляндия насчитывала около 800 тысяч человек. Это была аграрная область Швеции. Число городского населения составляло чуть более 5%. Государственный язык был шведским. В феврале 1808 года началась последняя на сегодняшний день русско-шведская война. Русские войска наступали, и император Александр I, не дожидаясь конца войны, уже в марте известил европейские государства о присоединении Финляндии к Российской империи. Император обязался нерушимо хранить и оберегать финляндские законы. Для мелкопоместной финской знати появились новые карьерные возможности. Их для молодых дворян и нетитулованных чиновников давала военная служба в России. Целый ряд общественных функций, которые напрямую не имели военного характера, входили в компетенцию русской армии и были связаны с нею, что естественным образом расширяло перспективы служебного роста. Сам Гуго Стандершольд родился в 1844 году там же, в Янакале. Он был четвертым ребенком и вторым по старшинству сыном лейтенанта Хенриха Йохана Стандершольда и Маргареты Кристин фон Кремер. Позже в семье родилось двое младших детей. Гуго Стандершольд пошел по стопам своего отца. Поступил в возрасте 12 лет в финляндский кадетский корпус, а затем начал службу в русской артиллерии. В кадетском корпусе Гуго был средним учеником. По оценке одноклассников он был тихим и послушным. Там же он, помимо прочего, изучал русский язык, что пригодилось ему в будущей карьере. После окончания учебы молодой Стандершольд был направлен в 7-й снайперский батальон российской армии, дислоцированный в Польше, недалеко от Кракова. Говорят, именно здесь с ним произошло романтическое приключение. Он воспылал чувствами оставшейся неизвестной польской графини. Увы, эти чувства остались безответными. Но желание заманить предмет своих воздыханий вылился через 20 лет в цветущий сад Финляндии. Однако графиню никто никогда в Финляндии не видел. Может быть, эта личная неудача способствовала желанию молодого Стандершольда сменить место службы и сферу деятельности. И здесь ему помог двоюродный дядя Карл Август Стандершольд, который сделал успешную карьеру в России. В 1860-х годах он был начальником, а затем управляющим Тульского оружейного завода. В 1866 году Гуго, прапорщика полевой пешей артиллерии, по просьбе Августа Стандершольда прикомандировали к Тульскому оружейному заводу. С этого момента, находясь на военной службе, он фактически был связан с оружейным производством. В июле 1870 года его назначили начальником мастерской оружейного завода. Под руководством управляющего завода Гуго Стандершольд смог ознакомиться с производством оружия, с управлением и экономикой промышленных предприятий. Это был сложный и ответственный период в истории оружейного производства в России. Поражение в Крымской войне обнажило существенное отставание России в вооружении армии, прежде всего стрелковым оружием. Вместе с тем, реформы Александра II объективно привели к освобождению оружейников, переходу к вольно-наемному труду и коренной реорганизации оружейного производства. Военное министерство считало, что осуществить это при казенном управлении было невозможно. В 1860-е годы все оружейные заводы страны были отданы в так называемое арендно-коммерческое управление, то есть собственность частным лицам, арендаторам. При этом государство не вмешивалось в производственную, хозяйственную и финансовую деятельность заводов, а лишь обеспечивало их заказами. С 1872 года арендатором Ижевского оружейного завода был гвардии капитан барон Петр Бильдерлинг. Он привлек в нераздельное товарищество владельца Санкт-Петербургского механического завода и родного брата, учредителя Нобелевской премии Людвига Нобеля. Ими, по рекомендации того же Августа Стандершольда, был нанят его двоюродный племянник Гуго для представления своих интересов в Ижевске. В мае 1877 года он был утвержден помощником управляющего Ижевского оружейного завода Бильдерлинга. В
1880 году великий князь Михаил Николаевич предложил Гуго Стантершольду самому взять в аренду Ижевский завод.